Финансовый менеджмент. Я пошла покупать книжки на следующий день, как вытянула бумажку. Сначала я пошла в отдел профессиональных интересов моей подопечной. Встала перед большой витриной, поняла, что ничего я не поняла. Потом я решила, что в каждом доме должна быть какая-то красивая коллекционная книга, даже если ее не читают. Просто она красиво стоит на полке. Ничего красивого я не нашла. И я решила выбрать совершенно другой принцип. Первое – это знакомая фамилия. Я выбрала Кундеру «Неведение» и Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме», а моя подопечная – это Бема. В общем, я вытянула бумажку, там оказалось имя, которое у меня уже было на Новый год. Колдян, это ты. Мне тут одна птичка напела, что ты сейчас занимаешься саморазвитием, увлекаешься психологией, поэтому я выбрала тебе книгу Виктора Франкла «Скажи жизни да». Она более легкая, а вторая больше такая профессиональная, но очень интересная, «Осколки детских травм». У меня подопечная любит манги, японскую литературу. Мне подсказали. Это Ксюша. А я вообще не разбираюсь в этом. Я буквально получила, спрашивали, что ты хочешь? И Ксюша вообще сказала, что она хочет просто для коллекции что-нибудь. Для коллекции. А еще мне подсказали, что Макото Синкай. Это из новинок. Спасибо большое. Моя подопечная такая вся очень женственная, очень прекрасная девушка. Я решила выбрать просто очень красивую книгу, очень такую женственную. Это Шанель, женщина, совершившая революцию в моде. Диама, это тебе. А, это я же? Спасибо большое вообще. Я очень обрадовалась, что у меня вышла эта подопечная. Хотелось выбрать что-то новое, потому что мы же каждый год книги дарим. Мне было немножко тяжело, чтобы не попасть передарить одну и ту же книгу. Получилось так, что я выбрала 2 книги. Это книга о том, что человек мечется тоже между... То есть тут выбор стоит между любовью, да. А тут надо будет либо выбрать кошку, либо отдать свою душу. А тут не было просто твердой обложки, мне пришлось, и я захотела вам сразу подарить 2 книги. Спасибо. Ну я когда вытянула бумажку, я обрадовалась, потому что эта подопечная сидит рядом со мной. Я выбрала Ольгу Примаченко, потому что я ее читала, я вообще редко читаю. И решила подарить ей книжку и про нежное, и про денежное. Нежно-денежно. Я вообще не знала, что читает человек, думала классическую литературу, но оказалось, человек любит психологические триллеры. Это Наталья. Я тоже. На мой взгляд, один из самых интересных обзоров книжных Forbes. И там, в числе прочего, сказали, что в январе выходит книга, называется она «Числоголики», о том, как люди становятся рабами чисел. И тогда еще я подумала, что надо, вот эту книгу надо подарить вот, своей сотруднице, нет. Потому что она как раз королева чисел. Потом я подумала, куча идей для новых статей. И когда я вытащила этого человека, я подумала, ну все, точно, значит, эту книгу нужно ей дарить, Таня. Спасибо. Королева чисел. Ой, попался тот же подопечный, что был у меня на Новый год. Я тоже решила не менять, и почему-то у меня в мыслях сразу возникла идея, какую книгу я хочу подарить. Это книга Майкла Роуча «Алмазный огранщик». А почему эта книга? Вообще, я ее покупала изначально для себя. Почему эта книга? Потому что эту книгу когда-то мне посоветовал прочитать Максат Ишинбаев, экс-зампред Нацбанка. И я считаю, что такие люди все-таки советуют читать очень правильные и хорошие книги. Витя, тебе. Я решил взять 3 книги, 2 из них маленькие. Хоть одна да попадет. Да. Ну, нет, на самом деле, потому что 2 книги, их можно читать, с собой где-то брать, одну дома, конечно, большая. И
И первая книга это TED Talks, моя подопечная Дина. Я увидела слово TED Talks. Я знаю, что вы выступали на iTalks, тоже какая-то такая платформа была. Мне Вторая нравится. книга это тоже такая маленькая метод. Кайдзен. Здесь шаг за шагом к достижению цели. Вы очень занятой человек, и может, когда вы встанете, там, откройте, пару глав прочитайте, успокойтесь. Ну и третья книга, ее, наверное, с собой никуда не возьмешь, там где-нибудь прочитать в самолете, где-нибудь. Ее просто можно прочитать дома. Это Александр Панчин «Защита от темных искусств». Моя подопечная всегда читает новую хорошую литературу, у нее есть свой вкус. И я решила не рисковать и заранее узнала, что бы она хотела прочитать. Я знаю, я уже увидела. Спасибо большое.